Всем привет! Это Кинолания. Сегодня мы вновь готовы рассказать вам о том, что интересного стоит смотреть на больших экранах. Тем более, что нам есть о чем поговорить. Да, это уже не Человек-паук и еще не Король Лев, но все же в кино стартует несколько фильмов, пропустить которые было бы не очень правильно. Сегодня будем рассказывать о новом зубодробительном боевике от Люка Бессона и о черной зомби-комедии от Джима Джармуша. Ну и начнем мы, пожалуй, с «Анны». Новый фильм признанного мастера Люка Бессона просто обязан вас заинтересовать. Во-первых, здесь убойный актерский состав. Во-вторых, экшн-сцены просто улетные. Ну и в-третьих, это все же отличный фильм для большой дружеской компании. В центре истории длинноногая голубоглазая блондинка по имени Анна. Все знают ее как модель, вот только мало кто знает, что она была завербована российскими спецслужбами. И под красивой внешностью скрывается невероятно опасная убийца. Теперь у нее новое задание. Нужно убить человека в центре Парижа в присутствии немалого количества свидетелей. Вообще, в последние годы фильмы про женщин, спецагентов или убийц стали очень популярны. Именно поэтому их так много. Люси того же Люка Бессона, Солт с Анджелиной Джоли, а еще «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон и даже, прости господи, «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. На этот раз главную роль исполняет Саша Луз, русская модель из Магадана. Она дебютировала на больших экранах в другом фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Теперь французский режиссер решил доверить ей главную партию. Ну а в компанию к длинноногой красотке Бессон решил взять звезд куда более крупного масштаба. Здесь и обладательница Оскара Хелен Миррен, и фантастические Киллиан Мерфи и Люк Эванс, ну и парочка русских актеров, вездесущий Александр Петров и другой молодой актер Никита Павленко. Почему нужно смотреть «Анну» именно в кинотеатре? Все потому, что мы прекрасно знаем, Люк Бессон делает экшн-сцены невероятно круто, и их лучше видеть на большом экране. Вторая премьера этой недели – черная зомби-комедия от одного из самых талантливых режиссеров современности Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Это не классический фильм про зомби, скорее лайтовый хоррор, приправленный тонной сарказма. Все события фильма разворачиваются в маленьком городке Сентервиль. Все вокруг будто сошло с ума. По радио вечно одна и та же песня. День наступает ночью, а из всех могил повылезали мертвые. И единственное, чего они хотят, это полакомиться свеженькой человечиной. Но не Джармушем единым. Режиссер умудрился собрать просто бомбический звездный состав. Давайте считать. Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Селена Гомес, Игги Поп, Стив Бушеми и еще туча разных крутых актеров. Огонь, ну правда же? Ну а вообще «Мертвые не умирают» далеко не такой однозначный фильм. По сути, зомби-апокалипсис здесь – это необычный способ рассказать о проблемах современного общества, человечества и природы. Ну а в целом будьте готовы к кровище и черному юмору. Это будет очень странно. Но это, конечно, не все. Есть еще 5 фильмов, за просмотром которых вы сможете скоротать время до премьеры «Короля Льва». Посмеяться на этой неделе можно будет и над фильмом «Али Рули». Главный герой – скромный водитель Uber по имени Стю. Он совершенно случайно оказывается втянут в полицейскую операцию. Его пассажир – суровый коп, который идет по следу жестокого убийцы. В кино выходит и ужастик «Присягнувшая тьме». События разворачиваются в 17 веке. Юную Персефону обвиняют в колдовстве. Ей грозит казнь. Но девушку спасает монахиня. Она предлагает Персефоне провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Однако в святом месте вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души. На больших экранах также можно посмотреть французскую комедию «Красавчик со стажем». Картина расскажет об очень опытном сердцееде Альфонсе, которого неожиданно бросает дама сердца. С ней он теряет все – большой дом, бассейн, беззаботную жизнь. Теперь он живет у родственников, но все же пытается найти новую богатенькую даму. А еще в кино идет российская комедия «Беглецы». Максимально странная компания, незадачливый всенародный любимец и поп-певец Алекс,
Киллер Степа и нимфоманка Настя убегают от убийц, которые объявили на них охоту. Киллеров нанял продюсерский центр, и они очень опасны. Детишки же смогут посмотреть мультик «Фиш и Чип. Вредные друзья». Главные герои – котенок Чип и золотая рыбка Фиш. Они никак не могут определиться, кто они – враги или друзья. Котенок и рыбка все время ставят друг другу палки в колеса, и без забавных приключений тут не обойтись. А если вдруг вы не посмотрели премьеры прошлых недель, у вас еще есть время, чтобы исправить эту ситуацию. Выбрать фильм для этой рубрики на этой неделе было как никогда просто. Он буквально напрашивался. Во-первых, он тоже про зомби. Во-вторых, он тоже комедийный. И в-третьих, здесь тоже есть Билл Мюррей. Итак, если вдруг вы пропустили, очень рекомендую, добро пожаловать в Зомбиленд. Сюжет до боли знаком. Случился зомби-апокалипсис, страна разрушена. Небольшие группки выживших пытаются спастись от живых мертвецов, вечно находясь в состоянии боевой готовности. В этом мире судьба сводит 4 совершенно разных людей. Щуплого и пугливого Коламбуса, отвязного Таллахаси и 2 сестер, крутую Вичиту и хитрую маленькую Литл Рок. Им вместе предстоит задать трепку всей нежити и попытаться найти место, свободное от зомби. Почему стоит смотреть «Добро пожаловать в Зомбиленд»? Во-первых, из-за фантастически крутой атмосферы, одновременно и страха, и веселья, будто в самый разгар конца света вы решили устроить тусовку века. Ну и сцены драк с зомби, они смотрятся очень лихо. Второй важный плюс – это актеры. Фильм вышел 10 лет назад, и за это время как минимум 3 из 4 основных актеров выросли до звезд топ-уровня. Ладно, Вуди Харрельсон и до этого был очень известным, а вот для Эммы Стоун и Джесси Айзенберга этот фильм стал настоящим трамплином. И еще отдельно скажу про Билла Мюррея. Он в этом фильме играет самого себя, и это камео, пожалуй, одно из самых убийственно крутых за последние годы. Как минимум ради него Зомбиленд смотреть точно стоит. В целом же, если вы устали от пафосных фильмов про конец света и хотите просто повеселиться, Зомбиленд вам точно понравится. И поспешите его посмотреть, ведь уже в октябре, спустя 10 лет, выходит 2-я часть фильма. Я его ой как жду. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.